Дорогие друзья, мы находимся на Вилюйском тракте на 16 километре. Эта территория считается самой прохладной в столице, но тем не менее здесь живет очень много дачников, которые занимаются огородами. Одна из таких активных огородниц, у которой просто все колосится, и каждый сантиметр на дачном участке посвящен какой-то культуре, это Людмила Иннокентьевна Иванова. И мы снова у нее в гостях. Людмила Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня нам расскажете про огурцы. Ну, сначала мы расскажем про огурцы, как посадить огурцы и что класть в лунку. В теплице у меня уже то, что я хотела пораньше покушать, я уже посадила, но сегодня я покажу одну апрельский огурец. Ну, давайте пройдемте. Пройдемте. Мгм. Ну, вот то, что я посадила, это вот ТСХ-98, это я 2 дня назад посадила. Мгм. Ну, вот, его посадили, потом нужно дней 7-10 не поливать. Они пока сидят и распускают корни. Ничего Мгм. не делаем. Немножко привыкают к земле. Ага, к земле А вы привыкают. рассаду сами сажали? Рассаду я сама сажала. И вот это вот у меня апрельский здесь вот. И вот рекомендуется, я люблю вот эти вот, они Горшочки, разлагаются. Но торфяные. вы знаете, огурцы не любят пересадку. Ну, прежде чем садить, нужно за день всю грядку пролить хорошо водой. Ну, я их пролила и вот подготовила одну лунку, но я его утром подготовила. Так, это просто выкопала луночку для одного огурца. Площадь 40 сантиметров на 40. Вот такую вот лунку надо. Для каждого растения нужно 40 на 40 сантиметров места. И вот этой вот с Горшочек. торфяным горшочком мы его вместе сюда садим. Но сначала в лунку ложим. Сейчас покажу. Это у меня фитоспорином Земля обработана. обработана. Для того, земля, чтобы да, обеззараживаем, обезвредить, да. ага. Мало ли что может быть там. Поэтому каждый год мы землю не меняем, поэтому каждый год приходится его таким образом обеззараживать. Это у меня... раствор с фитоспорином, когда 2 литра я сюда пролила и закрываем вот такой вот я закрываю вот такой вот черной пленкой, потому что фитоспорин это живой микроорганизм и не любит солнца. Поэтому его... И вот сюда в лунку мы ложим вот такой вот, я ложу вот так вот. Это вот перегной. Перегной должен быть старым каким-то, да? Ага, перегной должен быть хорошо перепревшим. И желательно 3-5 лет должен перепреть. И такую вот это вот просеянная зола. Печная. Печная. Но печку, когда топим, я вот весной, когда приезжаю, печку топлю, туда кроме газеты, бумаги и кроме дров ничего не топим. Топим эти вот целлофановые мешочки, что-нибудь пластмассовое, туда не кидаем. Потом его вот так вот хорошо перемешиваем вместе с землей. Потом я люблю ложить куряк. Ну, вот такой вот флум-куряк я покупаю в дачнике в магазине. Ну, он очень хороший, я с ним уже вот 3-й год сажаю. Пробуете, да? И он показал себя очень неплохо. Неплохо, ага, потому что когда... Куряк, это имеется в виду Куриный помет. куриный помет. Ух Ага, ты. гранулы. Я его, Насколько он дорогой? Нет, это я самый дешевый купила. Ну, там есть разные. Ну, его вот горсточку ложу. И все перемешиваем в землю. Вот так вот. То есть мы вносим сразу на самом начальном этапе все удобрения. Все удобрения. Зола, Да. перепревший перегной. Да, потому что мы сюда 10 дней, почти что 10 дней мы не трогаем больше их. Не поливаем, это каждый день сюда приходим, ничего не поливаем. Потому что тут надо их хорошо его пролить.
Чтобы земля была очень влажной. Ага, земля должна быть очень влажной, потому что мы долго не будем. Потому что в это время Начинается процесс развития вот корневой системы, да? ага, процесс развития корни выпрямляет свои корни, Мгм. распускает. Потом эта корневая система, вместе с влагой этот корень должен уходить вглубь землю Мгм. за влагой. Мгм. А если будете каждый день поливать, то корни будут на поверхности. И они будут очень легко повреждаться. Мгм. Поэтому мы его не поливаем, чтобы корни ушли туда вглубь землю. Вот так вот. Но Кусочки торфяные, получается. они разлагаются. Мгм. Тут их осенью, когда выкапываешь, их уже не видно даже. Ну, это вот торф можно здесь оставить. То есть из торфяного мешочка растение вынимать не нужно. Вынимать не нужно. Это тем удобно, вот этот вот торфяные То есть, горшочки. И корешки повредить невозможно. ага, корешки повредить невозможно. Потом они удобные, мне нравятся. Но и некоторые не любят. Они говорят, они там плесенью покрываются, гниют. А возраст этого рассады должно быть 28 дней. Мгм. Ну, это я маленький посадила. И у них должно быть настоящих 2-3 листа. Мгм. И, если больше, то они, 4-5 это уже больше, много. Потому что они потом будут стоять, болеть, привыкать. Поэтому в То таком есть возрасте... нужно 3 да. листочка, и вот главное не пропустить этот момент, да? Ага. 3 листочка, вот это вот маленький, а это вот они самый раз. Мгм. И вот так вот закапываем, вот такую вот лунку, здесь вот место такое вот оставляем, это канавку вот так вот. Мгм. Это И- для будущих поливов, чтобы можно было Ага, воду как- целенаправленно прям питать корни. ага, и поливаем только здесь первое время. Понятно. Ага, вода вот туда вот, где вот горлышко, вот ствол, она не должна сюда Попадать. попадать, потому что если сюда попадет, то он сгниет. Мгм. Там если... Ну и вот и плесень появится. Ага, корневая гниль может появиться. Там всякие болезни много. Но когда... Поливать леечкой, первое время можно вот такой вот... баночкой, чеплашечкой, да? Ага, Вот такой баночкой можно. чеплашкой. Вот сюда вот воду Мгм. поливаем. Удобно Ну, будет проливать. Это после 10 дней, например. Мгм. Мгм. И еще, один раз когда-то давно, когда я садила, один раз у меня огурцы погибли. М. Потому что я не была такая грамотная, как сейчас, да, в агрономии. Поэтому у меня огурцы сгнили. И вот я прочитала в этом, тогда еще интернетов не было и так далее. Я где-то в журнал я тогда выписывала. Мгм. И вот я узнала, там есть такой вот препарат глиокладин. Это типа антибиотика, Мгм. чтобы тут они не заболели. И я вот эту вот протыкаю вот сюда. Мгм. Одну таблеточку вот так вот. Это, чтоб не болели. И это один раз обжечь на молоке, дую на воду. Это очень хороший препарат. Я им каждый год, я на все насаждения, на все эти овощи Все посадки все вы посадки все я туда и используете. кладу. И все. Теперь надо пролить его сейчас вот простой водой, например, да. Вот у меня бочки тут стоят, они нагреваются на солнце. И вот так вот мы проливаем Вокруг. вокруг. Вокруг горшочка торфяного. Ага, вокруг горшочка. И вот сюда на огурцы сами, на рассаду. И все, и процесс пошел. И процесс пошел, и оставляем. И вы сказали потом не поливать этот Не поливать. саженец. Надо смотреть, если сильно засохло. Вот сейчас вот с этой водой я сюда вылила сегодня с утра, да, 3 литра. Мгм.
То есть лунку, А, когда готовили? Ага, лунку, когда готовила, там фитосфорином вода, потом биогумусом вода, потом вот простой водой я пролила. И вот дней 10 я не буду их проливать. Никак поливать, Да, да? поливать не буду, потому что теперь они должны прижиться, распускают свои корни. И с этими корнями, с влагой эти корни должны уходить в землю туда, вглубь. Если будете каждый день поливать, то корни здесь на поверхности останутся. Вот такой способ посадки, он касается всех видов огурцов? Ну, желательно всех видов огурцов и на улице тоже, да. И вот кабачки тоже так же я делаю, и тыкву тоже так же делаю. Ну, на улице их надо этим нетканым материалом закрывается. Накрывать и не открывать. Ну, днем можно его проветрить и не открывать дней 10 тоже. И туда При посадке? при посадке. Мгм. Посадили вот То есть таким нужно беречь прям от от солнца, да? солнца, от ветра, и чтобы вода не испарилась вот отсюда Мгм. быстро. Понятно. Расскажите, пожалуйста, что у вас вот позади, вдоль ваших грядочек? Это что за батарея из А, Это, пластиковых это вода бутылочек? в бутылках, в темных. У меня же печки нету, чтобы они... Ну, у меня тут бутылок В мало. общем, они какую Они роль? днем нагреваются, Мгм. ночью отдают тепло. Ну, это я так считаю, но так оно и есть. Именно вот темную бутылку надо, Мгм. чтобы Чтобы они она привлекала именно тепло брала. солнечное, Ага. да, А тепло. вечером, когда заходишь, я их трогаю, они теплые. Они Мгм. То есть они ночью, постепенно за ночь отдают свое тепло ага, ночью земле. отдают тепло. Ой, как здорово. И когда начнется плодоношение? Плодоносить они начнут, ну, где-то вот так вот, если вырастут. Но первые эти 1, 2, 3, ну, 2-3 яруса не даем плодоносить. Мгм. Обрываем огурцы, ну, эти плоды маленькие, цветы я обрываю. Потом с этого, с 3-го, с 4-го куста уже не обрываем ничего. Они уже начинают расти больше, и появляются плоды. Но они сейчас набирают силу. Почему обрываем? Потому что если на первом уровне появятся плоды, то они дальше расти не будут. Растения будут этот плод увеличивать, кормить Мгм. только. Мгм. Поэтому нужно 2-3 листочка, там плоды обрываем Мгм. вначале. Мгм. Потом даем плодоносить. Мгм. Ну, я думаю, что это к концу месяца мы попробуем уже. Скажите, пожалуйста, а какая у вас почва по составу? Вы Ай, ведь что-то сдавали куда-то в лабораторию А свою почву, почва, тут чтобы вот, выяснить, каков состав это вашей я почвы? картофельное поле давала в лабораторию испытательную для проверки. Но здесь почва, особо никогда мы почву не меняем, только при посадке вносим вот такие вот новые эти. И потом я их каждый через 10 дней я их кормлю удобрением, минеральным сначала, потом органическим, чередуем. Органику с минералом чередуем. То есть вот по вашему опыту это наиболее такой оптимальный, Это да? наиболее оптимальный вариант, потому что если каждый раз вы будете минеральными удобрениями кормить, да, но огурцы очень прожорливые. Их надо чуть ли не каждую неделю кормить. Поэтому остатки этих вот удобрений должны уходить в землю. Вот эта вот грядка, да, она вот дна нету. На дне лежит у меня такие доски в один ряд. Потом вот это вот листья, сено, в болбах лежат. Потом вот эта вот земля идет. Так вот делаю где-то, ну, через год 3-4 года я тут перекапываю все и все заново ложу. Скажите, а Потом зола какую роль играет? зола, во-первых, играет как антисептик, работает, да, и потом это суперфосфат. Вместо суперфосфата можно золу. Там фосфор, магний, тоже такие удобрения есть. То, что хочет
растения, ну, там есть, кроме азота. Мгм. Азот вот в этой вот есть, ну, маленько, конечно, вот перепревшем То перегное. есть для каждого растения, чтобы оно цвело, необходимо вот три элемента. Это фосфор. Азот, фосфор, калий. Азот нужен, чтобы он выращивал вот эту вот зеленую массу. Калий для плодов, ну, цветы выгоняет. И фосфор для корней, чтобы Мгм. Для корневая питания. система была очень хорошая. У вас здесь в теплице вы еще посадите, видимо, да? Сколько примерно в вашей небольшой теплице помещается Вот в этой кустов теплице я где-то рассчитываю больше 20, чуть больше 20. Ну, посадить, 20, да? ага. Тем Потому не что, менее. учитывая того, что вот на одно растение нужно вот такой вот 40 сантиметров, вот так вот Мгм. 40 сантиметров, вот так вот 40 сантиметров. И глубина тоже должна быть. Земля, которая плодородная, да, глубина земли тоже должна быть на штык лопаты, ну, где-то около 40. Мгм. Вот так вот где-то, вот так вот земля должна быть. Скажите, вот такую процедуру, вот как вы внесли сейчас, и вот перегной, и Залу, да. золу, каждый раз вы так делаете, да? Это только при Ежегодно. посадке. Ну, ежегодно всегда так делаете. Ежегодно, каждый Мгм. год. Ага, То есть потому что за лето, за сезон это все истощается. все Земля кабачки, истощается, да, все кабачковые да. культуры, то есть это и И тыква кабачковые. Ага, касается. это особо касается бахчевых. Мгм. Это тыквы, э, э, кабачки, огурцы, арбузы. А вот для помидоров, Дыни, наверное, тоже, да? ага, а для помидоров азота должно быть меньше, но ему все равно первоначально тоже нужен азот. Нужна поддержка, Да, конечно. потому что вот это от азота зеленая масса будет пышная, и ствол будет потолще, но азота чуть поменьше нужно сделать, чтобы он тут не жировал. Мгм. Нынче вы будете сажать в открытый грунт огурцы или только тепличные у Огурцы вас в будут? открытый грунт я буду сажать, конечно. У меня открытый грунт огурцы очень любят мои. А какие именно сорта вы Ну, я предпочитаете? выбрала, ну, каждый год я Экспериментируете. Вы где-то экспериментирую. Ага. записываете, видимо, да, журнал Да, какой-то у вас есть. нет, нет, это вот, например, граф F1, это тоже грунтовый. Вот он, граф. Мгм. Потом я буду сажать, вот это у меня, это зазули, это в теплице. Это маленькие такие корнишончики, да? Ага, это вот у меня якутская гирлянда вот в этом году появилась. В прошлом Мгм. году я их не видела. Это на улице тоже якутская гирлянда. Прям название якутская гирлянда. Да, якутская гирлянда название. Это, видимо, наши ученые, да, Я селекционировали не были. знаю, но решила Ну, судя посадить. по названию-то. Но они тут некоторые не вышли, но они с опозданием. Я их поздно посадила же, поэтому они вот некоторые еще не вышли. Но не надо выбрасывать, потому что они выйдут потом. Вот они только выходят. Это я, когда сюда переехала же, посадила поздно, поэтому Они еще маленькие. они еще маленькие. Ну, до 10 числа я рассчитываю на улицу вынести после 10 числа. Теплицу землю надо после того, как мы убрали урожай, мы в теплице все перекапываем, все убираем, там корни и так далее, все убираем, все перекапываем и добавляем, ну там по мере возможности песок и добавляем, перегной добавляем, то, что останется. И то, что останется вот таких вот удобрений, которые вот я покупала, да, вот, например, азофоскин, да, если осенью обычно такие вот мешочки на донышке остаются, я их сыплю. Потом весной это все и так оставляется. Золу не добавляете? Золу нет, это Осенью. позднюю осенью нет. Ну, так, по мере возможности, если зола есть. Ну, зола у нас на вес золота, печку не так много золы дают. Потом весной тоже перекапываем. Весной тоже перекапываем, потом это выравниваем. Выравниваете. Ага. Но можно, когда снег есть, то снега немножко только. Ну, чтобы со снегом что-нибудь тут обогатилось чем-нибудь весной. Потом все перекапываем, и начинаю я тут садить свои рассады. Потом тут в теплице еще сажаю вот такие вот культуры, которые уже съели, конечно, редиску и так Мгм. далее.
и салаты. Уже, да? Ой, как здорово. А когда вы сажали первые культуры, вот эти салаты? Ну вот я в апреле, когда приезжали, я их посадила. Просто наездом, когда были. Именно в теплице? Именно И в вы все теплице. собрали. В теплице тепло. Скажите, а как вы относитесь к сидератам? Ну, сидираты я осенью сажаю. Сидираты очень, ну, я люблю, например, горчицу и фацелию. Ну, горчицу осенью, когда рано убирается культура, или когда она еще растет, можно тут по краешку посадить. Посади, потом все перекапывается. И когда до октября они где-то сантиметров на 20 вот так вот вырастают. Я их перекапываю. То есть ближе к окончанию сезона, несмотря на то, что у вас огурцы уже стоят, вы уже сеете сидираты? Сеем сидираты, потому что сидираты, они азота очень много обогащают азотом. Потом они, особенно горчица, тут проволочники, там насекомые не собираются. Людмила Иннокентьевна, вы знаете, вы такая молодец большая. Огромное спасибо вам за этот подробный инструктаж, как сажать огурцы. У нас здесь, на севере и в таких экстремальных условиях климатических, и именно вот на Вилюйском тракте. Можно сказать, у нас здесь крайний север нашей столицы. Ну что, друзья, давайте пробовать учиться у огородницы.